Несмотря на весьма преклонный возраст, ветеран Великой Отечественной войны Алаудин Шадиев сохранял удивительную ясность мысли и крепкую память, из глубин которой он черпал такие детали и подробности своей большой жизни, придумать которые невозможно. И эти воспоминания вызывали в него разные чувства: боль за все перенесенные страдания, гордость за их достойное преодоление. Все же захватил Малгобек, центр захватил, но дальше ему не дали возможность. Причем и вскоре через 3 месяца после захвата его отсюда выгнали, можно сказать. Биография Алаудина столь же непроста, как и его путь к Великой Победе. Родился в селе Базоркино в 1920 году. Там же закончил семилетку и поступил во Владикавказский техникум, по окончанию которого продолжил учебу в Ростовском институте народного хозяйства. Начал посещать аэроклуб и заниматься парашютным спортом. Все это помогло ему лучше подготовиться к службе в рядах Красной Армии, куда наш земляк был призван за 10 месяцев до начала Великой Отечественной войны. Час начала войны была в летнем лагере к западу от Харькова на километров 60. Вот там я узнал война. С гордостью ветеран рассказывал о своих боевых товарищах, которые не щадили собственных жизней ради спасения Родины. Ни дня, ночи не было спокойно. Потому что то бомбежки, то разведчиков где-то сбросили, парашютистов и так далее. Постоянно, значит, движение, в поисках и так далее продолжали находиться в городе Харькове. Ветеран, чья жизнь посвящена героической борьбе с фашистской ордой, и ингуш, чье имя вшито золотыми буквами в историю Победы, принимал участие в важных патриотических мероприятиях. В 2007 году при присвоении статуса города воинской славы Малгобеку Алаудин еще тогда, несмотря на плохое самочувствие, держал стать и выдержку, присущую только настоящему воину-горцу. Почетного звания «Город воинской славы» вручается делегации Малгобека. К сожалению, с каждым годом живых свидетелей военных лет становится все меньше, но народная память хранит их подвиги и выпавшие им страдания. Никто не забыт и ничто не забыто. Эти слова обращены ко всем ветеранам, которые не только подняли из руины пепла родную землю, но и возвысили ее своим героическим трудом и подвигом. Они и есть лица победы. Дана Плиева, Адам Мережков, Новости 24.